Это что за фигня? У нас новый старшиня! Зразуметь не можем мы навошта вновь менять коня. Борозды не почуем, спробовал поднять район, але нечто не поднял. Может с новым будетям, а может с новым будетям. Набывайте хлеб, дитя. Рудовельская показуха. Добрый день. Доброй ночи! В сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работают сильные духом люди, а в других сферах, соответственно, не очень. Трудолюбивые, честные, которые чувствуют биение сердца родной земли. Серьезно? Желаем всем крепкого здоровья, богатых урожаев, безотказной техники. Бать, что желают? Чтоб техника не отказывала. Подходишь до комбайна. Ну, комбайн, ну, колеласка, ну, заводи. Не ржавей, колеласка, а? Благосклонной погоды и благоприятных условий. Хороших перемен в жизни, прикинь. Хороших перемен ждают, значит, все-таки что-то плохое. Что-то не очень. Все-таки техника отказывает, видно. Хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне. То бишь, Значит, не уверены. Ни хороших перемен нема, ни уверенности в завтрашнем дне. Рудовельская показуха. В четверг, 15 ноября, состоялась внеочередная 8-я сессия Октябрьского районного совета депутатов, в которой приняли участие председатель Гомельского областного исполнительного комитета В.А. Дворник. Прикинь, Дворник приезжал. И никто про это не сказал. Член Октябрьского районного исполнительного комитета, прокурор и председатель суда Октябрьского района, руководитель управления отделов райисполкома, председатели сельских советов депутатов, руководители организаций и предприятий района. Чому, коли старшиню усталёвывают нового, не запрашаюць громадян, таких як мы. Да, мы что хотим громадянам посмотреть... повинно быть все ровно, хотя кого бы вы там за стеклом ставите. проводите это, чтобы мы хотя бы стрим на ведите. фуршет ваш посмотрели красивый. Рассмотрен вопрос об утверждении в должность председателя Октябрьского районного исполнительного комитета. Вот я представляю это. Интересно, да? Там уже сверху, уже все там оговорено. Это не точно, ты не ведаешь. Да, веду. И он бы не приехал, как было. Не, он так ехал и таки переживал, думал, их затвердят или не затвердят. Типа вот там наши местные решали, утвердить его или не утвердить. А вот на контррішенні, гляди, як ти собі це уявляєш? Депутат, наприклад, депутат Тетяна Холодок, поднимає руку і каже, ой, ні, він мені не подобається, давайте не будемо. У мене є інша кандидатура, да, і галстук його не такого кольору, як я люблю. Ну, а ті там Юлія Воробьева, ой, а мне подобается, ничего себе, да, такие. Вот тухли блестят. По данному вопросу выступили председатель Гомельского облсполкома Дворник. Вот он же нечто похвалил, може его, ці не похвалил. Ці може сказав про прошлого, что ось прошлый не... Ну, прошлый страйки некие. Допустил революцию, да, вот тут на селе аж 2. Дал согласие на назначение на должность председателя Октябрьского района. Дал согласие. То бишь, некто сказал Лукашенко. Ну, подсунул ему в папочку. Слухай, там Полуянов нечто он не може. Нечто. А ось є кандидатура, яка зможе. Напевно. Є хлопчик. Надо протиснуть. Надо протиснуть. Зараз год пройде, і гэтага Андрея Анатольевича Барановского знову поміняють. Да. А нам що думати? Разваливают район. Он не звернулся до октябрьчан, до рудобельцев. Не представился. Просто вот так вот будет про газету и общаться. Вы, Андрей Анатольевич, приходите до нас у студию, дайте интервью, расскажите про свой план развития Октябрьского района. Как мы бачили, что вы человек серьезный, а не просто с галстуком стоите на фоне карты. Стоять на фоне карты, это еще не значит, что вы можете... Пойдете в бой. Мы можем на карте мира стать. И что это означает? Ничего не означает. Ничего не означает. Сподеемся, что вы будете адекватны. Вот такие вот дядька. Будете общительны, будете давать комментарии. Не смущаться. И заведете профиль у Одноклассниках. Будете там вылаживать всякие свои. Да. Всякие свои. Чем вечерили. Дела свои, справы свои будете отчитываться перед рудобельцами. Как мы воочию бачили, что вы не солдафон, так, не службовая одинка, а что вы человек, что вы личность. Рудовельская показуха. Никто, кроме них. Никто, кроме них. Как ты думаешь, про что это? Поздравили будущих солдат с этим важным событием в их жизни, дали на
напутствие пожелали крепкого здоровья, пожелали крепкого здоровья. Вам там пригодится. Конечно, там здоровье потребно. От имени молодежи района слово держала главный специалист РКО БРСМ Кристина Бардонова, а где Светлана, которая считает, что каждый парень обязательно должен пройти армейскую школу, которая закаляет характер и вырабатывает силу воли. Какую силу воли она вырабатывает? Шмат людей Кристина. там курить починают. Какая сила И воли. пить. Тем более, кто, если не парни, будут стоять на страже Родины? Я согласен, что мужчины, як надо будет, там на востру меч пойду защищать. Але, а где межи той родимы, окреслі її. От сьогодні, наприклад... А що вони захищати будуть? Тихо! От сьогодні, наприклад, в область Гомельська, это Беларусь, родина моя, так? Ну. Завтра анексируючи буде Гомельська Народна Республіка. І що мені считати своєю родиною далей? Остатнюю Беларусь, чи уже Гомельскую Народную Республику. Сусвет такий нестабільний, що сьогодні гэта родина, а завтра не родина. Ну. І не ведаєш, яку владу захищати? Яку родину? З Така востока родина, владу. это владина, чи гэта земля, чи гэта там, де ти родився. Так от парні, вони повинні... А що буде Кристина боронить, кого вона буде? Состоячу хорошо тогда. Кого вона буде? Когда Крещина пойде, скажуть? яку войну було? Санітаркою? Крещина пойде на завод снаряди робити. Манікюр попортить, напевно. Кристина, вы кажете высокопарные слова, сами не ведаете что. Вы живете не своими думками, а идеологичными думками. Методичкою. Рассказав будущим солдатам прохождение призывной кампании в районе в торжественной обстановке, Андрей Лапин вручил им главный документ, повестку на главный документ. Пипец. Слушай, главный документ это паспорт. Если этого документа не будет, их не возьмут. Через неделю ребята разъедутся по разным воинским частям страны. В свою очередь, получив повестки в руки, парни пообещали с честью и достоинством выполнять гражданский долг. Гражданский долг с честью и достоинством. С честью и достоинством. Вот, с достоинством копать картошку. Не, с честью ломом подметать плац. Идти на лыжах. Достойно подкрашивать снег. Какое у нас достоинство нашей армии? Капец, столько скандалов было. Рудовецкая показуха. Это моя первая награда, удивилась Елена Николаевна Мазур, оператор машинного доения ООО «Дербин», когда узнала, что за многолетний добросовестный труд в системе АПК будет награждена грамотой Гомельского областного комитета, профсоюза работников агропромышленного комплекса. Многие годы она добросовестно працавала. Качественно, доила. И только зараз яна атрымала грамоту. Повышала надой. Грамоту. 30 лет. И грамоту получить, это, конечно, достойно очень. Подъем в 4 утра, быстрым шагом Елена отправляется на ферму, там уже ее ждут буренки. Проверить оборудование, покормить и подоить коров, снова проверить коллекторы. После утренней дойки Елена быстрым шагом отправляется домой. Но спать она уже не ложится, дома полно работы. После дойки Елена занимается домашними делами, готовка, уборка, а также требует внимания и рук хозяйки, живность во дворе. Время бежит быстро, и к 13 часам Елена снова на ферме. Весь утренний цикл она повторяет опять. После дойки женщина торопится домой. Как бы ни старалась все успеть, а все равно дела появляются. Вечером в 19 часов вечерняя дойка, затем опять поход домой с вереницей бесконечных дел. А рано утром вновь прозвенит будильник. Хотя Елена Николаевна говорит, что он ей не нужен. Организм сам привык уже так рано пробуждаться. Ты почитал, так, эту историю, амаль увесь артикул. Что ты можешь себе представить? И какое життя? Ніякого життя. Увесь час тут коровы, дома свиньи здесь. Бегае туды-сюды. Што аўтар хоча сказаць гэтай статцёй? Мы радзіліся для таго, каб чаму вы так не далі к 30годдзю такой складанай працы якую-нибудь путёвачку ў Турцыю, які-нибудь санаторый далі. Хаця б што-нибудь далі такое, так? Чайны сервіс. Каб гэтая жанчына паглядзела на гэты свет с иншего ракурса. Во время нашего разговора Елена Николаевна постоянно смотрела на часы и повторяла, что у нее совсем мало времени, пора бежать на ферму. На предложение подвезти она отказалась. Да что вы, сама дойду. И в заключении сказала, это же моя работа, кто ее сделает вместо меня? И за это паперчину дали, грамоту. Ведаешь, мне у конверте мне вельмі шкада гэтую жанчыну. И мне шкада. Так а такая жанчына ж у районе не одна. Вы пугающий молодь такими статьями. Рудовецкая показуха. Работаешь, не покладая рук. Вот.
Вот что. Якія прызывы. Капец, усё ж жыццё, А работать не дзе пакладае рук. правы работнікаў? Не то, что правы, а ну, чаму нам гэтую працу, як катаргу, Бог терпеў, нам велеў, Да. неуёмныя тружанікі, капец просто. Ярасныя стройатрады. Я ўвогуле лічу, што людзі не павінны працаваць. Зараз у наш век нанотэхналогій павінны быць роботы, якія за гэта ўсё будуць делать замест людзей, Ой, ну ты а уже, нам конечно. будуць просто У даваць Японіі ще зарплату. працуюць, а Ну, ты так уже у у Беларусі працуюць, таму што яны ж займаюцца, ну, мне здаецца, там няма такой прынудзілаўкі, як у нас, яны ж займаюцца тым, чым хочуць Там займацца. іх лечыць ад трудоголізму. Ох і мрак у нас. Мрак, вообще мрачный этот выпуск был. Мы спадзяемся, што наш новы старшыня Барановскі Андрэй Анатольевич, ён зробіць жыццё калгаснікаў больш пазітыўным, Лепшы. павысіць зарплату, павысіць надоі. І мы уже будзем чытаць пра тое, што людзі могуць з'ездзіць у Амстэрдам, паглядзець, як там дояцца каровы, прыехаць і расказаць нам. Да. Вот сюда скажи, ставим лайки, подписываемся. Ставим лайки и подписываемся. Пока.